Септік жалғаулары падежное окончание. Барыс жатыс септіктері. Барыс септік направительно-дательный падеж. Сұрақтары: кімге, неге, қайда? Вопросы: кому, к кому, к чему или куда? Жалғаулары окончания. Гаге присоединяется после гласных, сонорных и звонких ЗЖ. Каке после глухих и звонких Б, В, Г, Д. АЕ после притяжательной формы первого-второго лица. Притяжательная форма – это тәуелдік жалғау. Первое лицо – местоимение менің, а второе – местоимение сенің. Допустим, моей маме – анама. Нане после притяжательной формы третьего лица. Третье лицо притяжательной формы местоимение оның. Допустим, оның досына, его другу. Мысалы, в школу, мектепке, на улицу, далаға, моей маме. Сперва мы говорим моя мама, будет анам. И далее по правилу присоединяется либо А, либо Е. Здесь она твердый гласный А, поэтому твердое окончание. Анама. Оның әкесіне, его отцу. Здесь также третье лицо притяжательной формы. И далее по правилу смотрим. Әкесі мягкий гласный, значит окончание также мягкое. Әкесіне. Мысалы, мен үйге бардым. Я ходила домой. Әжеме хат келді. Моей бабушке пришло письмо. Мен қызыма билет алдым. Я взяла билет моей дочери. Назар аударымыз. Обратите внимание, бывают случаи, что по смыслу как будто бы там барыс септік, а на самом деле это окончание здесь не используется. Допустим, моей маме 50 лет. Здесь кому? Моей маме. Кажется, что барыс септік на самом деле без окончания. Анам елу жаста. Или, допустим, хочу сказать, мне 40 лет. Здесь тоже кому мне, да, как будто бы барыс септік, а на самом деле просто мен 40 жастамын. Направительно-дательный падеж присоединяется к глаголу в неопределенной форме. Глагол в неопределенной форме – это инфинитив, отвечает на вопрос, что делать. Например, что делать? Читать. Что делать? Выходить. Мысалы, шығуға бола ма? Можно выйти. Кіруге бола ма? Можно войти. Сұрауға бола ма? Можно спросить. Жатыс септік местный падеж. Сұрақтары кімде, неде, қашан, қайда. Вопросы у кого, в чем, когда или где. Барыс и жатыс септік обычно путают из-за того, что в барыс есть вопрос «кайда» и в жатыс есть вопрос «кайда». Но в барыс он переводится как «куда», а в жатыс септік переводится как «где». Небольшая подсказка. Если по-русски можно поставить вопрос «где?», подсказка «де», да? «Где?», значит окончание «да», «де», «та», «те», «да», «де». То есть это жатыс септік. Жалғаулары окончания. Татья присоединяется после глухих и звонких Б, В, Г, Д. Даде после гласных, сонорных и звонких ЗЖ. Да, нде после притяжательной формы третьего лица. Мысалы, например, на столе, үстелде, в городе, қалада, в городе Лисаковске, Лисаков, қаласында. Здесь сперва мы должны сказать город Лисаковск. Я напоминаю, что в названиях существует скрытая форма лексептик. Город Лисаковск будет Лисаков, а к слову «қала»
прибавляется третье лицо притяжательной формы. Лисаков қаласы. И далее по правилу окончание или «нда», или «нде». Так как у нас слово «қаласы» твердое, то окончание также твердое. Лисаков қаласында. Следующий пример. В Кустанайском государственном университете. Здесь также, как в названиях, скрытая форма лексепта. Костанай мемлекеттік университеті. В конце «ы» – это третье лицо притяжательной формы. Поэтому Костанай мемлекеттік университетінде. Далее продолжим. Допустим, хотим сказать, летом ночью в 11 часов на улице светло. Когда? Летом. Когда? Ночью. Когда? В 11 часов. Это все сжато септик. И где на улице? Также сжато септик. Жазда летом. Түнде ночью. Сағат 11 в 11 часов. Далада на улице. Жарық. Жазда түнде сағат 11 далада жарық. Или следующий пример. В магазине много людей. Где в магазине? Дүкенде адам көп. Назар аударыңыз. Бывают случаи, когда по смыслу как будто бы также используется сжатый септик, но на самом деле в казахском языке здесь используется правильно лексептик. Допустим, у Али 2 детей. Алияның 2 баласы бар. Или у Тани красивое платье. Таняның көйлегі әдемі. Как бы у кого у Тани, да? Хочется так перевести, но на самом деле мы говорим Таня на платье красивое. Таняның көйлегі әдемі.